Осталось буквально считанные дни до проведения общесоюзного и общероссийского референдума по вопросам сохранения Союза и по вопросу президентского управления в Российской Федерации. Сегодня у нас в студии со своими соображениями по этому вопросу находится Воробьев Александр Андреевич, председатель городского комитета профсоюзов работников государственных учреждений и председатель городского управления Советского фонда мира, делегат 12-й Всесоюзной конференции сторонников мира в городе Москве. Александр Андреевич, скажите, пожалуйста, вот ваше отношение к референдуму, это первый референдум за всю историю нашего государства. Как вы считаете, назрел тот момент и существует ли реальная необходимость такого референдума? Я бы высказал свое мнение в таком плане, что все же это первый исторический референдум в жизни нашего государства. Поэтому я, как и все, видимо, наши горожане и все наши советские люди ждут его с нетерпением. А что же он решит? Какая же будет точка после этого референдума? Я проживаю здесь почти четверть века, поэтому хорошо знаю обстановку наших северян, условия, жизнь и так далее. Условия в стране, которые сегодня... не обстановка в стране, которая сегодня неоднозначная. Поэтому со мной могут не согласиться мои оппоненты после этой передачи. Но я высказал бы только одно, что сегодня нам референдум просто необходим как воздух. Поскольку после референдума мы все же должны понять обстановку, которая сложилась, реальную обстановку, которая сложилась в противоборстве различных полярных сил, политических сил в нашем обществе. Я за референдум и как гражданин, и как общественный руководитель нашей городской миротворческой организации, это городского отделения Советского фонда мира. Поэтому хотел бы выразить свое пожелание и надежды нашим горожанам в том, что все же нужно в этот день сказать свое слово и высказаться в поддержку за сохранение нашего союза. Не может жизни иначе быть без союза, поскольку насколько реальная такая ситуация складывается не в пользу без союза. Нам нужен союз крепкий, объединенный, но и справедливый союз. Александр Андреевич, и в связи с этим сразу второй вопрос. Как вы считаете, современное наше сегодняшнее руководство Союза в том составе, который у нас существует, и с теми структурами, способно решить эти проблемы, которые стоят сегодня перед нами? Способна ли она вывести страну из кризиса? Тут тоже можно сказать неоднозначное или высказать неоднозначное мнение. Очень сложно в последнее время, буквально в считанные дни до референдума, как-то быстро сориентироваться в сложной политической ситуации, которая сегодня создана у нас в стране, и высказать, да, если я за какие-то за одну позицию, то есть позицию Бориса Николаевича Ельцина, да, я за него. Если я за Михаила Сергеевича Горбачева, то я за него. Но нам нужно сказать одно, за кого мы. Я так бы сказал свое мнение. Возможно, что современное наше правительство может, но только может справиться с возложенными задачами по улучшению социальной жизни в обществе, политической жизни, если найдут точки соприкосновения. Только лишь в политическом диалоге можно найти общий язык. И последний вопрос. Как вы относитесь к введению президентского поста в Российской Федерации? Ну, если у нас в Союзной Республике имеет президента, то почему в России не может быть президента? То есть вы однозначно за введение, да, я за введение должности президента, конечно. Спасибо. Мы продолжаем наш разговор о вопросах референдума. И сейчас будем беседовать с Щукин Николай Григорьевич, начальник СМУ НДСК. Николай Григорьевич, скажите, пожалуйста, ваше отношение к референдуму. считаете ли вы, что на сегодняшний день это единственное решение нашей проблемы, глобальной проблемы? Так, понятно. Ну, нам придется участвовать в двух референдумах. Референдуме союзном и референдуме российском. По референдуму союзному. Для меня лично вопроса быть в нашей стране или нет не было, не существовало и не существует. Но свое отношение к этой проблеме
я, так сказать, формирую как бы на основе трехстороннего подхода к ней. Для меня лично, во-первых, наша страна – это понятие географическое. То есть это территория от Чукотки до Карпат и от Арктики до Памира, на которой я равноправный гражданин. С этим я вырос, живу и терять этого не хочу. Во-вторых, для меня наша страна – это экономическое пространство, заполненное сложившимися экономическими отношениями. Хорошие они или плохие сегодня, удовлетворяют нас или нет – это вопрос второй. Но они существуют, они сложились. И я не хочу остаться вне этих отношений. И в-третьих, это вопрос государственного устройства нашей страны. Самый, пожалуй, главный вопрос. Совершенно очевидно, что сама структура нашего государства, функционирование государственных органов отторгаются большинством населения регионов и республик. Практически всех. Совершенно ясно, что в таком виде наш союз далее существовать не может, не имеет права. Но для того, чтобы спокойно решать, как дальше жить нам, одной семьей равноправных или неравноправных народов, как строить свои взаимоотношения между республиками, между хозяйственными структурами и так далее, между учреждениями культуры разных республик, нам необходимо ответить «да» или «нет» на первые два аспекта. Вот и все. Поэтому я в референдуме союзном скажу «да». И хотел бы еще добавить, что смешивание своего «да» или «нет» нашей стране с отношением к тем или иным лидерам, нынешним или бывшим, совершенно нелепо. Это совершенно разные аспекты проблем. Это к вопросу о Горбачеве и Ельцине, если я правильно понял. Ну, если угодно, можно судить и так. Сегодня, когда мы говорим о референдуме, совершенно, я бы, так сказать, оставил в стороне вопрос о Горбачеве, о Ельцине, вообще о фамилиях. Речь идет о стране. Лидеры приходят и уходят, а страна должна оставаться. Вот мое кредо. Николай Григорьевич, какую политическую партию вы представляете? Я являюсь членом Коммунистической партии Советского Союза. Считаете ли вы, что Коммунистическая партия Советского Союза на сегодняшнем этапе способна возглавить борьбу за возрождение Союза? Я думаю, что борьбу за возрождение Союза не нужно никому возглавлять, никакой партии. Возрождение Союза – дело всего народа. И в конечном итоге не важно, какая партия или представитель какой партии, какой общественного движения, силы, значит, выскажет ту или иную, так сказать, идею. Если эта идея поддержана людьми, и она проводится в жизнь, важен, конечно, результат. Я за консолидацию всех общественных сил на той основе, значит, которой от нас ждут люди. На основе улучшения жизни наших людей. Прежде всего, обыденной жизни наших людей. Еще один вопрос. Николай Григорьевич, вы являетесь гражданином Российской Федерации. Ваше отношение к Борису Николаевичу Ельцину? Хотел бы возразить. Я гражданин сегодня той страны, которая сегодня пока называется СССР. Я вообще принципиально против двойного, тройного гражданства. Я не понимаю, что это такое. Для меня это нонсенс. Что такое гражданин Якутской Саха СССР, гражданин РСФСР, гражданин СССР? Я это не понимаю. Я себя считаю гражданином той страны, в которой я сегодня живу. То есть гражданином сегодняшнего Союза Советских Социалистических Республик. Возможно, завтра это название будет изменено, так сказать, поскольку изменится сама государственная структура, устройство. Пусть будет так. Но я хотел бы остаться гражданином вот этой страны. Но все-таки ваше отношение к Борису Ельцину? Как коммуниста? Это очень способный, умный, смелый, энергичный руководитель. Но я бы не хотел видеть его руководителем страны. И последний вопрос. Как вы относитесь к ведению президентской власти в Российской Федерации? Все дело в том, что, по моему мнению, президентство и Советы народных депутатов несовместимы принципиально. А как тогда быть на уровне Союза? Дурной пример заразителен. Так вот, прежде чем судить, рядить, быть или нет президенту России, нужно определиться о системе власти. А пока этот вопрос открыт, я считаю, что вопрос о президенте вообще не может быть
Поэтому я отвечу здесь отрицательно. А что вы предлагаете в альтернативу тогда? В альтернативу укрепление власти Советов народных депутатов. Спасибо.